Есть продолжение поговорить о рисках золотых пузырей. Ну и не только об этом. Сюжет достаточно объемный, мы ее разбили на две части. Сейчас первая часть в виде комментария. Так вот, судя по всему, пузырь золота вот-вот лопнет. Но сейчас не об этом. Тем более, что Джордж Сорос продолжает покупать золото, несмотря на все его разговоры и предупреждения о пузыре. Но из тех, кто продолжает называть золото пузырем, делает это исходя из недавних комментариев известного жулика, медведя и финансиста, инвестора Джорджа Сороса о золоте как настоящем пузыре активов. Комментарии Сороса были несколько туманны, и поэтому некоторые комментаторы стали утверждать, что Сорос называет золото пузырем, в то время как другие говорили, что оно им становится. Сорос впоследствии сказал буквально следующее. Весь вопрос в том, где вы находитесь в этом пузыре, снаружи или внутри. В текущие условия реальных дефляционных нагрузок и страх инфляции реально идеально для роста золота. Эти слова свидетельствуют о том, что он золотой бык, противоположность заголовкам и комментариям в СМИ. Что касается менеджеров хедж-фондов и крупных инвесторов, то важно следить за тем, что они делают, а не то, что они говорят. В прошедшем квартале крупнейшие инвестиции Сороса были не акции. Его компания потратила 64 миллиона долларов на акции iShares Gold Trust. IAU. Когда он начнет ликвидацию своего золота, то это может послужить признаком окончания бычьего рынка и намеком на сокращение золотого портфеля. А теперь статистика. Отчет Всемирного золотого совета за четвертый квартал 2010 года. Краткое содержание. Волатильность золота на годовом уровне в 16% в 2010 году оставалась в пределах своего долгожданного тренда. Standard Poor's Goldman Sachs индекс товарных ресурсов обладал волатильностью в 21% за тот же период. Золоту помогла постоянная угроза заражения от европейских проблем с суверенным долгом, так как инвесторы страховали валютные риски. Это демонстрирует огромный объем покупок металла в форме ETF, слитков, монет и других инвестиционных инструментов в Европе и других частях света. Инвесторы купили 361 тонну золота в ETF, отслеживаемых Всемирным золотым советом в 2010 году, и довели суммарный объем металла в них до 2167 тонн стоимостью в 98 миллиардов долларов. Это второе крупнейшее вливание в истории после 617 тонн чистых вложений в 2009 году. В первые 9 месяцев прошлого года мировой спрос на ювелирные изделия составил 1468 тонн и вырос на 18% по сравнению с тем же периодом 2009 года. Индустриальный спрос на золото продолжал выздоравливать в первые 9 месяцев прошлого года и вырос на 19% с тем же периодом 2009 года. Полные сведения будут опубликованы в феврале. Центробанки стали чистыми покупателями золота впервые за последние 20 лет в 2010 году. МВФ успешно закончил программу продажи 403,3 тонн золота и не вызвал нарушений на рынке. 200 тонн золота фонда было продано Резервному банку Индии, по 10 тонн Шри-Ланке и Бангладеш и 2 тонны Маврикии. Транзакции были проведены вне рынка золота, но по рыночным ценам.